Далее новости спорта. В студии Дмитрий Вороновнин. Физкульт-привет. В Австрии завершились всемирные зимние игры специальной олимпиады, в которых принимали участие 2600 атлетов из 107 стран. В программе игр были флорбол, хоккей на полу, фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, снегоступинг и лыжные гонки. В составе сборной России выступал и лыжник из Удмуртии, воспитанник Каракулинской школы-интерната и тренер Евгения Ившина Антон Шамшурин. Он завоевал золотую медаль в коньковой гонке на 10 километров. Далее вести из Подмосковья, где завершилось первенство страны по боксу. Спортсменка из Можги Владислава Уткина стала бронзовым призером среди девушек весовой категории до 70 килограммов. Ее включили в состав национальной сборной. Поздравляем Владиславу и тренера Анатолия Герасимова с этим успехом. А в Ижевске тем временем прошел республиканский турнир по тэквондо олимпийской версии ВТФ. В нем приняли участие не только атлеты из Родникового края, но и традиционно из соседних регионов. Татьяна Мальцева сейчас продолжит тему. Турнир по тэквондо памяти Михаила Калашникова в Ижевске проводится впервые. По словам организаторов, дать имя легендарного оружейника-конструктора своим соревнованиям они хотели давно. Сложилось все лишь в этом году. Первый раз совместно с фондом Калашникова мы проводим такой детский турнир для того, чтобы и соседние республики посмотрели наших спортсменов, и мы совместно с ними подняли свой уровень. Ну и, конечно, в первую очередь это популяристическая составляющая, то есть мы должны рассказать о этом великом человеке, чтобы знали не только взрослые, но и подрастающее поколение в первую очередь. Участники турнира самого разного возраста. Это девушки, финальный поединок. Спортсменка в красном Анастасия Разживина, гостья из Елабуги. Она с первых же секунд встречи взяла соперницу из Кировской области в оборот и дальше контролировала ситуацию на ковре. В итоге в своей весовой категории ей равных не нашлось. Конкуренция хорошая на этом турнире? Хорошая. Побиться можно, да. Вот в вашей весовой категории много соперниц? У меня было две соперницы, но тяжело работать было. А это юные участники республиканского турнира. Они с таким азартом боролись на ковре, что своих эмоций не скрывали. С малых лет ребята знают, чтобы добиться успеха, нужно быть предельно внимательным. Я должен был слушать тренера и должен был поступать правильно. Ты все сделал. В копилке сборной Удмуртии много медалей. Этот старт – подготовка к соревнованиям Приволжского федерального округа, которые стартуют совсем скоро. К другим новостям. В Ульяновске завершился финал чемпионата ШБЛ КС-баскет Приволжского федерального округа. Удмуртию на этих соревнованиях представляли две команды. Среди девушек это коллектив «Импульс» из села Алнаши, который в итоге замкнул пятерку сильнейших. А среди юношей дружина из 97-й Ижевской школы. Мальчики стали на этом старте седьмыми. В Казани тем временем прошел турнир по футболу «Кубок Волги» среди юношеских команд 2004 года рождения. В соревнованиях приняли участие 16 команд из 13 городов России. В итоге победу отпраздновали наши ижевские ребята, команда «Зенит Ижевск-2004», тренер Дмитрий Кожевников. Поздравляем мальчишек с заветным трофеем. А сейчас мы побываем в 79-й Ижевской школе, где тренируются серебряные призеры первенства России по черлидингу. Это команда Sunrise. В Москве девчата не только выиграли медали, но и завоевали право представлять нашу страну на Европейском форуме в Чехии. О юных талантах и их мечтах и планах мы расскажем прямо сейчас. Это выступление воспитанницы Галины Сырыгиной готовили не один месяц. 150 секунд в высочайшем темпе. В программе элементы шоу и таких зрелищных видов спорта, как танцы, гимнастика, акробатика. В итоге команда Sunrise в Москве на первенстве страны заняла второе место в дисциплине чир. Судьи оценивают по нескольким критериям. Это и артистизм, это и пирамиды, которые они выстраивают, и прыжки, и как руки правильно держат. Это все оценивается. И синхронность. И синхронность обязательно. Мы взяли, конечно, техникой. Это пирамиды, станты и прыжки. Очень довольны, особенно, что узнали, когда второе место. Вообще были очень счастливы, честно. Но единственное, вот мне не понравилось, что не очень синхронно было. Над этим сейчас вы будете работать, я так понимаю. Ну да, да.
Залог успеха, уверены школьницы, в усиленных совместных тренировках. За счет индивидуального таланта здесь не выехать, вид командный. Поэтому они часами по 6 раз в неделю отрабатывают свои программы. И для девчат это нагрузка не в тягость, а в радость. Тем более, что впереди ответственный старт первенства Европы в Чехии. Интересно. Жду очень решения. Хочется, честно. Ну вот страшно. Страшно почему? Потому что это более масштабные соревнования. Больше команд, больше соперников и нагрузка больше, чем здесь у нас в России. Ну, вы держите. Наверное. Сейчас мы будем работать, конечно, над элементами, над синхронностью обязательно. И немножко будем исправлять нашу программу под уровень европейских команд. Стартует первенство Европы в Чехии летом, и подготовка к нему идет полным ходом. Ну а теперь вести с других спортивных арен. В Саранске прошел второй этап Кубка России по BMX-спорту. Спортсмены Удмуртии без наград на этом турнире не остались. В хроногонке Александр Казанцев стал победителем среди юношей. Третье место заняла Юлия Зорина. В группе «Элита» Борис Пономарев попал в топ-6. О других спортивных новостях вы можете узнать на сайте «Моя Удмуртия». Адрес на экране. До встречи в эфире.